Трусагина и Денис Сидоров. Здравствуйте. В связи с аварией на шахте Воркутинская глава Коми подписал указ об объявлении до 14 февраля трехдневного траура. В списке погибших 18 человек. Учреждениям культуры и телерадиокомпаниям региона рекомендовано отменить все развлекательные мероприятия и передачи. Из Воркуты репортаж Виктора Прокушева. Мать погибшего горняка Мария Соколовская вспоминает: сын никогда не говорил о своей работе. Об опасностях профессии предпочитал молчать. Он был очень внимательный, очень добрый парень, он занимался спортом. Не пил, не курил, не это. Его цель была, вот у него родился ребенок, вырастить сына. Дети – это смысл всего. Он уберегал жену, меня от всех деталей. Сегодня в течение дня продолжается официальная процедура опознания тел погибших. Семьям будет выплачено по 1 миллиону рублей из регионального бюджета. Компенсации от республики станут дополнением к федеральным и выплатам компании «Воркута-Уголь». Деньги уже поступили в Воркуту. Кроме того, Вячеслав Гайзер поручил агентству Коми по социальному развитию проработать вопросы организации отдыха в оздоровительных учреждениях детям из семей, которые пострадали в результате трагедии. С сегодняшнего дня в республике объявлен трехдневный траур. Соответствующий указ подписан. Также подписано распоряжение правительства об организации материальной помощи семьям пострадавших. Поэтому эта помощь будет совокупно оказываться как федеральным, так и республиканским бюджетом и, соответственно, самим предприятиям. 40 миллионов семьям выделила компания «Воркута-Уголь». Она же взяла на себя расходы на погребение. На пресс-конференции представитель предприятия Евгений Сухарев заявил: на аварийном участке располагалось 7 датчиков контроля за метаном. Однако на момент ЧП ни один не зафиксировал превышение предельно допустимой нормы концентрации взрывоопасного газа. Это значит, что, в общем-то, датчики не зафиксировали всплеска, а в момент самой аварии, в момент самого взрыва, либо вспышки метана, датчики выбило фактически из строя. То есть они были выведены из строя в момент аварии. То есть до этого вспышки и превышения концентрации датчиками зафиксировано не было. Следственный комитет республики продолжает рассмотрение уголовного дела, возбужденного по факту аварии на шахте Воркутинская, по признакам нарушения правил безопасности при проведении горных работ, повлекшие по неосторожности смерть 2 и более лиц. В Заполярье работает лично главный следователь Коми Николай Басманов. Ведутся допросы должностных лиц, которые отвечают за технику безопасности и производство работ. Вот сейчас именно ведется допрос директора шахты по всем интересующим следствию вопросам. Изымаются и осматриваются документы, имеющие отношение к данному вопросу. Ремонтно-восстановительные работы на Воркутинской продолжаются. Как только Ростехнадзор даст добро, шахта заработает вновь. По словам Вячеслава Гайзера, предположительно это случится уже завтра. Виктор Прокушев, Елена Царанова, телеканал Юрган, Воркута. В Воркутинской больнице находятся 2 пострадавших горняков – Владимир Торгунов и Геннадий Нестеренко. Они по состоянию здоровья не могут быть транспортированы в Москву, а Игорь Муратов, 68-го года рождения, сегодня ночью был доставлен в институт Вишневского. Пострадавшего бортом МЧС России, который имеет соответствующие спецмодули, мы уже отправили в Москву. Там организована соответствующая встреча, поддержка. И я уверен, что мы сделаем все возможное, чтобы он как можно вернулся быстрее к родным и близким. Глава МЧС Владимир Пучков высоко оценил действия горноспасателей, которые были задействованы в поисково-спасательных работах. Цитирую: «Они проявили мужество и профессионализм и с риском для жизни выполнили все поставленные задачи. Сегодня утром в Воркуту прибыл очередной борт МЧС Ил-76 из Москвы с дополнительным оборудованием для спасателей и психологами. На шахте осуществляется постоянный мониторинг аэрологической безопасности и обеспечивается бесперебойное проветривание горных выработок в штатном режиме». В Воркуте работает и директор департамента Минтруда России Валерий Корж. Он контролирует выполнение федерального отраслевого соглашения по угольной промышленности, коллективного договора компании «Воркута-Уголь» и организацию работы по назначению социальных выплат и возмещения вреда.
Губернаторы России выражают соболезнования родным и близким погибших в Воркуте шахтеров. В адрес главы Коми продолжают поступать телеграммы с соболезнованием в связи с трагедией на шахте Воркутинская. О готовности оказать помощь и поддержку в своих телеграммах сообщили губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Кобылкин, губернатор Кемеровской области Аман Тулеев, губернатор Псковской области Андрей Турчак и глава Карачаево-Черкесской республики Рашид Темрезов. Телеграммы в адрес Вячеслава Гайзера поступили от генерального консула Украины в Санкт-Петербурге Натальи Прокопович и генерального консула Швеции Яна Нюберга. И сегодня стало известно, фестиваль «Зимняя Ибица», намеченный на 16 февраля, перенесен. Такое решение принял оргкомитет на экстренном заседании в связи с трагедией на Воркутинской. Инициативу организаторов поддержал Вячеслав Гайзер. Официальное заявление уже сделал гость фестиваля, хоккеист Павел Буре. Цитирую. «Авария на шахте Воркутинская – это страшная трагедия. Никакие слова поддержки не смогут вернуть жизни погибших и облегчить горе семей шахтеров. Держитесь, мы скорбим вместе с вами». Слова поддержки выразил и спортивный комментатор Первого канала Виктор Гусев. Авария на шахте Воркутинская унесла жизни 18 молодых и сильных мужчин, отцов, сыновей и мужей. Примите мои искренние соболезнования, и пусть те, кто выжил, скорее поправляются.